Олег Бгашба – археолог по профессии, по признанию, по любви. Ушел из жизни в день археолога, 15 августа. Он был не из тех, кто замыкается на предмете исследования. Наука, которой он занимался, требовала копаться в осколках погибших цивилизаций, погребенных слоями праха. Но Олег Бгашба умудрялся оживлять и актуализировать даже предметы с тысячелетней историей. В Цибельде вдруг раскопали такой стеклянный кубок, очень красивый кубок из стекла, сохранившийся где-то 5 век, наверное, стекло, понимаете. Но у нас там приехали ребята, и было вино. Ну, приезжали из Сухумача, привезли вино. И Аля говорит, ну зачем сосуд пропадает? Аля говорит, ну любил вообще-то там, вино выпить там, и так далее. И, в общем, в этот кубок наливали все, в общем, с этого кубка выпили вино. Потом приехал Евтушенко, поэт. Ему это так понравился, этот обряд. Потом начали приезжать другая интеллигенция, но уже вина не было. Я говорю, здесь все могут спиться, надо работать. Ну, Юра фактически он-то не пил. Профессию археолога Олег Бгашба выбрал в подростковом возрасте. Как сам однажды рассказывал, он посетил раскопки на Сухумской набережной и решил, что хочет заниматься именно этим. Я помню, когда мне было примерно 13 или 14 лет, вот эта вся набережная от Сухумской крепости до Пингвина, как у нас принято называть, да, вся набережная была раскопана. Это было интересное зрелище. Я запомнил на всю жизнь. И тогда этот Трапш здесь вел раскопки. Вот. И здесь прослеживались и улицы, и тут и церковь была раскопана, и гончарная печь. В общем, может, после этого я и стал заниматься археологией. Его ровесники помнят высоким, интеллигентным городским парнем, интеллектуалом и модником, и по-своему немного завидовали этим его качествам. Он увлекался спортом, он был городским парнем, а мы были сельскими. И его тяготело к сельским ребятам, а нас тяготело к городским ребятам. Сейчас все смешалось, но тогда они отличались друг от друга. Да, это связывало. И кроме того, естественно, нам помогало и импонировало, очень сильно тянуло его образованность. То воспитание, которое он в городе получил. Ну, он, Алик, был от Бога археологом на самом деле. Такой сухумский парень, который мог о джазе, о поэзии, о литературе. Вообще очень интересный человек. Все он знал, все знали его. Настоящий был такой, в общем, городской парень. И как-то он встретил итальянскую группу здесь на берегу и вдруг начал по-итальянски какими-то фразами сыпать из какого-то произведения. Они, конечно, были в шоке, когда это все услышали. Вот. Но всегда очень стильно так одевался. В 90-е годы Олег Бгашба защитил докторскую диссертацию в Российской академии наук. Ученый, писавший рецензию к его работе, стал его большим другом. С Олегом Хухутовичем мы сначала познакомились заочно. Он в докторантуре учился в Москве, он стажировался он занимался металлографией, так сказать, абхазского железа. Вот, и стажировался в лаборатории Колчина, в лаборатории металлографии Института археологии РАН. Тогда это еще Советская академия наук Абхазии. И там же он подготовил свою докторскую диссертацию. И в наш музей пришла работа докторская на отзыв. И вот я тогда был одним, нас было двое, мы одним из составителей этого отзыва, который именно древней частью, так сказать, занимался. И, так сказать, сарматским временем там мой коллега Сергей Кожухов. Мы написали этот отзыв, Олег Хухутович благополучно защитился, так сказать, защитил докторскую диссертацию в Москве. Вот, и, в общем, он как бы всегда подчеркивал, что он доктор наук РАН. По археологии это самый главный диссертационный совет был Советского Союза и, соответственно, России тоже. А в 2001 году я был приглашен на 75-летие Абхазского института. И ко мне вот подходит такой вот этот самый
такой лысоватый в очках человек, и говорит: вы Эрлих, да, говорит, спасибо вам, вы написали хороший отзыв на мою диссертацию, хочу с вами познакомиться. На основе разработанной модели комплексного подхода, то есть сопоставив факты археологии, истории, металлографии, этнологии, фольклора и лингвистики, Бгашба пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии железа и путей его проникновения из Малой Азии в Европу через Причерноморье, Закавказье, Северный Кавказ, Поволжье и Средиземноморье. Все свои научные изыскания Бгашба оформлял в виде понятных, то есть популярных текстов. У него тут вышел там целый, так сказать, блок монографий, посвященный древнему железу, там, по следам кузнеца Айнара, такая она, полупопулярная работа, но, в общем, тоже, так сказать, сейчас это библиографическая редкость в Абхазии. Вместе с Владимиром Эрлихом Олег Бгашба работал над архивами Юрия Воронова, с которым они с Бгашба были большими друзьями. Как рассказывают близкие Олега Хухутовича, он умел дружить. С друзьями его связывает множество забавных историй и приключений. Он же видел плохо. Однажды были на раскопках, он там перебирал черепки, там, а место, где мы работали, это обычно обиталище этой кавказской гадюки, Казнакова. Он перебирал, я увидел хвост гадюки, я его оттолкнул, она как вылезла, а он черепки перебирал, вообще не видел. Потом говорит: что ты толкаешь? Я говорю: посмотри, Алик, что ты делаешь? И потом как-то шли, а там такими слоями известняк. Мы храм раскапывали, Герзиульский храм. И идем так, я говорю: вот посмотри, где дети. Он говорит: какие дети? И смотрит прямо туда, а там прямо голубые яйца змеиные, понимаете, отложены были. Он тогда ухо столько вспоминал: ты меня спас, говорю. Для Абхазии Олег Бгашба был выдающимся ученым, проливший свет на множество белых пятен в древней истории Кавказа. Равных ему пока нет. Мы потеряли великого ученого, археолога, наставника. Это один из тех, кто в абхазской науке археологической, которая сделал очень много открытий. Мы потеряли автора учебника «История Абхазии». Мы потеряли ученого, которого за пределами Абхазии знали и считались. Он создал большую школу историческую, археологическую. Равного ученого, наверное, не только в Абхазии, но и на Кавказе нет. Для науки уход Олега Бгашба – большая потеря. Между тем, он, как ученый, оставил не только множество трудов, но воспитал талантливое поколение молодых археологов, которые, опираясь на его труды, смогут продолжать изучать неисчерпаемые исторические артефакты недра Абхазии. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.